Маш Дол, сам Сранокус. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». У меня идет сегодня подготовительный, можно сказать, процесс к завтрашнему заказу. Я решила сегодня сделать печеночные тортики и поставить их в холодильник. Они хорошенечко пропитаются, потому что мне надо отправлять заказ утром. Сегодня, благо дело, мне не надо ничего готовить на ужин. Сын обещал сделать на костре плов. Приедет Мадина с малышами. И сейчас быстренько хочу до их приезда подготовительный процесс сегодня сделать. И все. Тортики сделаны, как видите. Сейчас замариную шашлычок куриный, замариную грудок на курицу по-арабски. И что у меня еще в заказе было? Все, больше ничего. Короче, вот этот вот маленький заказ нужно мне собрать. Ну вот как-то так. Так, девочки, отправляю сегодня вот такой вот заказ. Курица по-арабски из 3 грудок. 2 куриных рулета вот таких вот. 5 печеночных тортиков. И куриный шашлычок из 2 куриц. Заказчик едет сам. Озюэлёш. Это уже повторный заказ. Заказывали на свадьбу, когда выходила девушка замуж. Сейчас ее сегодня везут просто навстречу. Не официально, а просто навстречу. Приехала Мадина с малышами на плов на костре. Вот, сидят у дяди на коленках оба. Они оба ревнуют его. И оба сидят, я не знаю, как он будет с ними ужинать. Приготовила вот такой вот шикарнейший для нас плов на костре. Сейчас накрываем на стол, еще не все накрыто, конечно. Будем трапезничать, ужинать. Да, хози, Махмед? Хози? Малышой не наша. Себе жмудала только. Себе жмудала. Аишка. Друзья мои дорогие, хочу вам показать сегодня свою покупочку. Вот такое вот приобретение я сделала, вот такую вот красоту, шторы и тюль. Порадуйтесь за меня. Я случайно попала в группу, где продают шторы в WhatsApp, и долго сидела, долго наблюдала за работой их, и начала, несколько вопросов задавать начала в группу. И оказалось, она меня узнала по голосу, Кофия узнала меня по голосу, друзья, и оказалась она моя подписчица. И мы с ней стали так тесно разговаривать, общаться, и Кофия недавно буквально поехала в Турцию, и оттуда мне пишет: Лейла, тут такая тюль, новинка, красавица такая, вот я вижу эту тюль у тебя на окне. Давай мы все-таки тебе ее купим. Но я не собиралась пока покупать ни шторы, ни тюль. Хотела это сделать ближе к осени, но Кофия настояла. Я, говорит, просто вижу ее у тебя. Вот я сейчас вам покажу поближе. Вот, красоту действительно вот, не передает эту красоту. Вот моя тюль, она называется Мелиса. Очень красивая. Вот видите, какой рисунок, просто вот шикарный рисунок. Он у меня очень хорошо соответствует с обоями, которые сейчас. Вот. И из-за этого я просто делаю заключение, что действительно дизайнерская работа Кофии просто на высшем уровне. Очень подходят они вот именно под мои обои внизу, которые. И я буду выбирать, у меня осенью будет косметический ремонт здесь, обои вот именно похожие вот на этот рисунок тоже. Вот такая вот красота. Вот, просто не передает эту красоту. Вот. Вот так. Вот мне хотелось снимать ночью, чтобы было более виднее. И вот видите, вот так вот. И у нее еще в магазине есть все, аксессуары все, прихватки, крючки, гардины, карнизы. И видите, вот эти вот прихваточки она мне рекомендовала. Прислала она мне на выбор несколько штук, я выбрала вот эти. Да, мне очень понравились. Вот не передает красоту телефон. И вот видите, вот так вот и там прихваточки у меня с этой стороны. Висит ниточка, нужно убрать ее. Мадина побежала домой, потому что муж приехал, а я не заметила и убрала стремянку. И вот видите, вот это вот дизайнерская работа моей Кофеи, что у меня, вот как вы видите, штора только на одной стороне. На другой стороне окон у меня штор нет, только на дверях. Но
Мне тут нужно поменять карнизы, потому что, ну, несоответствие карниза ведет. Потом я вам после ремонта покажу, и вы сами сравните. Потом, мне кажется, будет очень красиво. Они и сейчас очень красиво выглядят, но потом это все будет доведено до ума, и уже даже постарается мне тогда тоже кофея. И вы знаете, девочки, я хочу вам порекомендовать ее, как не думайте, что это реклама. У кофеи просто прекраснейшая команда, которая выезжает, делает замеры по всей России, она делает замеры, она вешает шторы, она может вам порекомендовать, что повесить, где что сделать, как будет красиво выглядеть. Вот как у меня, видите, действительно мне очень нравится, я это просто любуюсь этими своими тюлями и шторами. Девочки, у нее свой магазин в Хасавюрте. Если кто-то вот на Кавказе, можете поехать к ней и выбрать у нее там уже прямо в магазине. У нее еще, знаете, группы есть в WhatsApp и такие оптовые, и для обычных, как мы, покупателей. Она еще и оптовичка. Поэтому, если кого-то интересует, можете к ней зайти. И, вы знаете, она еще высылает свои шторы и тюли в любую точку мира, можно сказать, потому что у нее есть водители, которые могут вам доставить их. Поэтому вот, и знаете, сейчас у нее очень хорошая такая акция идет, 20-40% у нее скидка до конца этого месяца. Поэтому, может быть, вам будет интересно, поэтому я и хотела показать вам шторы, и хотела сделать, если честно, приятное своей подруге уже кофее. Она этого не знает. Просто я у нее много наводящих вопросов задавала. Она говорит: Лила, зачем тебе столько информации? А я говорю: нет, ну, про себя думаю, нет, я все-таки ей сделаю тоже приятное, потому что она вот так вот мне помогла, и она мне и скидку сделала, друзья, тоже. Вот, вот как-то так. Я надеюсь, вы мне напишите, понравились вам мои шторы, моя красота такая, тюль моя, вот видите, ну, это реально красиво. Жалко, что вот воочию вы не можете увидеть, как я. Я давно не делала покупок таких, но вот решилась. Благодаря кофее. И, девочки, я просто оставлю номер WhatsApp, наверное, в комментариях. Если вам интересно, зайдите к ней в группу, посмотрите, как она работает. У нее много чего. У нее сейчас скоро открывается еще новый магазин аксессуаров, дивандеек, сидушек. Они еще, девочки, шьют под эти шторы, могут вам и покрывало сшить, если это спальня, да. Просто зайдите к ней в группу, не буду сейчас ее прям так. Вы сами убедитесь, что, как и насколько это красиво. Вот каждый день она скидывает новое, новое, новое. Во-первых, скидывает то, что уже отчеты людей, которые у нее покупали. Но это просто шикарно, красиво. Вот они выезжают, вот это вот все вешают. Вообще-то, конечно, очень трудоемкая работа, все это красиво сделать. Я поняла, потому как психовала у меня сегодня Мадина. Вот так вот, мои хорошие. Я надеюсь, вы за меня тоже порадуетесь. На этом я сегодняшний свой ролик хочу закончить и поблагодарить вас за подписки, за лайки, за комментарии. Всех благ вам, мои дорогие, мира и благоденствия. И еще раз, не пишите, пожалуйста, что это реклама. Мне просто очень хотелось сделать приятное своей подруге Кофее. Я надеюсь, для нее это будет сюрпризом.